Самолет летит на Якутск. Декабристы и Чернышевский, Петр Алексеев и Короленко, Орджоникидзе и Ярославский, тысячи лучших сынов России томились в суровой якутской ссылке. В 1632 году казачий сотник Петр Бекетов заложил на Лене острог для государева величия, и прозван тот острог Якутским. Ныне Якутск — административный и культурный центр социалистической Якутии. Здравствуйте, дорогие телезрители! Впервые программа «Кинолетопись Якутии» выходит не в привычном студийном режиме. Мы приехали на съемки в центр города. Музей истории города Якутска расположен в самом сердце северной столицы, в районе Старого города, прямо напротив известного всем торгового центра Кружала. Это небольшой одноэтажный деревянный дом в зарослях кустарника, не сразу бросающийся в глаза, но насколько по-домашнему уютно внутри. Открылись двери этого музея в день города ровно год назад, но существует он 5 лет. Прежде все связанное с историей самого старинного города северо-востока России можно было увидеть в Краеведческом музее имени Емельяна Ярославского. В 2021 году решением тогдашнего мэра Айсена Сергеевича Николаева здание на территории Старого города было отдано под городской музей. Музей истории города Якутска был создан в 2017 году по инициативе Айсена Сергеевича Николаева, когда он был мэром города Якутска. И так как музей существовал почти 4 года без здания, поэтому наши горожане, наши гости не знали, что существует музей истории города Якутска. И в 2020 году, в середине 2020 года, окружная администрация нашего города, управление культуры, непосредственно наше руководство передали это здание в старом городе, историческом месте. Расположение очень хорошее. И нам передали вообще пустое здание. Сказали создать музей истории города в течение 1 года. И в прошлом году, в День города, мы официально открылись и распахнули свои двери нашим горожанам и нашим гостям. Целью нашего музея является презентация города Якутска как старейшего города и именно освоение Дальнего Востока, именно презентовать именно быт того времени. И наш музей сейчас работает именно мы показываем нашим гостям, нашим горожанам именно от создания города до сегодняшнего дня. И сейчас наш фонд пополняется каждым днем. Наши горожане, наши близлежащие районы буквально каждый день приносят свои исторические вещи, и каждым днем у нас фонд музея пополняется. И хотим обратиться к нашим горожанам, чтобы они несли свои
исторические вещи, именно показывающие именно историю нашего города. Каждая мелочь, каждый вот предмет, именно это является историей. И, конечно, хранение, именно передача вот таких предметов именно пополняет фонд музея и остается как бы историей. И как бы наши горожане именно входят в историю нашего города и как бы с нами создают наш музей. Такие дома притягивают к себе. Здесь сразу проникаешься особой атмосферой старины. Как начинался наш город, каким он был и как менялся на протяжении почти уже 4 веков. В этой витрине представлена культура горожан, городская культура 17, 18, 19 веков. Уникальная коллекция, гордость нашего музея, именно та коллекция, с которой начался наш музей. Причем эта коллекция была собрана совершенно случайно, нашлась совершенно случайно в 17 году, когда начали строить бульвар Учителя. Экскаватор прошелся по земле, раскопал, и вдруг вышли старинные предметы. Вот. Позвали археологов, и археологи установили старинные предметы, действительно старинные, ценные. Вот. И по ним было найдено более 3000 предметов, и по ним можно восстановить жизнь, быт горожан 300 лет назад, 200-летней давности. Можно увидеть, чем занимались горожане. Кузнечество, кованые гвозди, фрагмент серпа железного. Гончарством занимались. Возможно, это не привозные, а именно сделанные здесь, на территории города Якутска. Фрагменты керамики. Очень много, кстати, керамики было найдено. И горшки, и остатки тарелок. Очень интересные здесь это фрагмент формы для наливного пирога. То есть не просто хлеб ели, еще пироги пекли. Якутск был торговым центром, так что, конечно, естественно, что нашли деньги. Деньги разного периода у нас есть. Свободное время было у горожан. Занимались, например, играли в шахматы. Это интересные деревянные фигурки, непонятные на самом деле, всем знакомые шахматные фигурки. Наверное, только в нашем музее есть такие уникальные экспонаты, как пара кожаной старинной обуви. Это обувь русская, традиционная для Сибири. Пара левой, правый, полусапог как. Эту обувь носили вплоть, говорят, до середины 20 века. Настолько она была удобная, настолько она была комфортная. Также у нас есть в экспозиции представлена берестяная стелька. Знающие люди до сих пор используют бересту в качестве стельки. Она хорошо впитывает влагу, имеет бактерицидные свойства. И это не просто кусочек бересты, вы видите, да, это отпечаток, можем сказать так, форма ноги человека, горожанина 18, может быть, даже 17 века. Береста очень хорошо, кстати, сохраняется, потому что Якутск находится в зоне вечной мерзлоты. Вечная мерзлота – это естественный холодильник, который очень хорошо сохраняет эти вещи. Посетители принимают активное участие в пополнении фондов музея, приносят сюда вещи, связанные с историей родного города, домашнюю утварь, книги, одежду, технику, которой пользовались горожане в далеком и не очень далеком прошлом. Среди дарителей семья народного писателя Якутии Василия Семеновича Яковлева-Далана, Ивана Ивановича Подойницына, долгие годы возглавлявшего Русский театр. Для временной экспозиции предоставлены вещи Алексея Елисеевича Кулаковского, основоположника якутской литературы, и многих других неравнодушных якутян.
Если ваша прогулка пролегла через старый город, непременно зайдите сюда, и вы увидите не только редчайшие экспонаты, обнаруженные археологами в разное время на территории Якутска, но и станете участником занимательных мастер-классов, встреч с интересными людьми, увидите кадры кинохроники, где любимый город предстанет таким, каким он был во времена молодости ваших родителей, бабушек и дедушек. В День города, который в год столетия государственности республики и 390-летия Якутска обещает быть особенно ярким и насыщенным, Музей истории города Якутска откроет свои запасники, и перед вами предстанут свидетельства далеких прошедших лет, согревая особым теплом памяти.